Риторика госканалов в отношении Запада становится все более безумной и враждебной. Европейское здравоохранение берет на вооружение нацистские практики. В новом выпуске «Эта пропаганда сломалась» рассказываем, почему врачей в Нидерландах называют убийцами и какие врата в ад они открыли. Меня зовут Лера Уласик. Поехали! Это может показаться чудовищным, но здесь начали применять эвтаназию к аутистам и психически больным. По меньшей мере 40 случаев такого рода зафиксировано в Нидерландах. Сослались пропагандисты на издание «Нью-Йорк Пост». Мы нашли этот материал. В статье действительно говорится о том, что в Нидерландах эвтаназию совершили около 40 человек с аутизмом или особенностями развития. Что важно, пропагандист умолчал о том, что речь идет о периоде с 2012 по 2021 год. То есть совершили эвтаназию 40 человек за 9 лет. Очередная манипуляция от ГосТВ. И эвтаназия по отношению к безответным людям не имела никаких правовых последствий для врачей-убийц. Данный прецедент открывает врата ада. Какие врачи-убийцы, какие врата в ад? Эвтаназию в Нидерландах легализовали еще в далеком 2002 году. Каких последствий ждут пропагандисты, если врачи Нидерландов действуют по законам своей страны? Ну и обратите внимание на подписи к видео. В Европе все чаще стали применять эвтаназию. Все чаще по сравнению с чем? Никакой статистики, никаких данных нам не приводят. Утверждение – ложь. Теперь лишить жизни беспомощного пациента стало проще. Эвтаназия – это прекращение жизни безнадежно больного исключительно по его просьбе. Самостоятельно такие решения врач принимать не вправе. Пропагандисты как на конвейере штампуют сюжеты о негуманном, нищем и загнивающем Западе, дабы отвлечь обывателя от реальных проблем, существующих не где-то там за бугром, а здесь и сейчас, в Беларуси. А вы были в Европе? Напишите в комментариях, неужели там все действительно так плохо, как нам рассказывают по телевизору. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте поставить этому видео лайк и подписаться на канал Солидарности, чтобы не пропустить новые выпуски.